Guys and girls, я приветствую всех. Баскетбольный уикенд продолжается. Последние дни на меня буквально нескончаемым потоком рушатся новости из океана. И я просто не успеваю все просмотреть и прочитать. И чем больше у меня становится работы, тем больше растет моя любовь к этой игре. Поэтому едва дочеркав сценарий, я с пылу с жару выпускаю подкаст. Все, больше не стоит говорить ни секунды, переходим к горяченькому. Поехали, поехали, поехали! Едва я дописал пилотку, тут же миру объявили уже полные составы на матч всех звезд. Список скамейки выглядит так. Запад. Рассел Уэстбрук, Оклахома Сити. Тони Паркер, Сан-Антонио. Джеймс Харден, Хьюстон. Дэвид Ли, Голден Стейт. Ламаркус Олдридж, Портленд. Тим Данкан, Сан-Антонио. Зак Рэндалф, Мемфис. Восток. Джру Холидей, Филадельфия. Кари Ирвинг, Кливленд. Лоу Дэнк, Чикаго. Пол Джордж, Индиана. Жоаким Ноа, Чикаго. Крис Бош, Майами. Тайсон Чендлер, Нью-Йорк. И я могу сказать, мои мечты сбылись. Джеймс Харден на западе и Жоаким Ноа на востоке. Попали, хочу даже подчеркнуть, заслуженно попали на скамейки. Что ж, теперь стоит только загадать, чтобы наш Алексей Швед, играющий за тонущий корабль под названием Миннесота, попал на матч звезд юниоров, который состоится за пару дней ранее. Как я долго ждал, чтобы матч всех звезд прошел действительно не по той накатанной схеме, как нас приучили в последние годы. И в этот раз в Хьюстоне наконец может случиться все по-другому. В любом случае, ждут этого события, думаю, абсолютно все, кроме плачущего в уголке Бостона, потерявшего своего основного разыгрывающего Раджана Ронда. Так что получается, что список Востока еще не полный. Заменой, пожалуй, ему будет Пирс. В любом случае, Селтику в этом сезоне может помочь только волшебство. Пора звонить в Орландо, намек понял? Журнал Forbes на неделе опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков НБА, первую строчку в котором занял, держитесь крепче за свои стулья, Коби Брайант. Не может быть, я в шоке. Если верить журналу, годовая прибыль контрактика, что, пожалуй, наверное, пузатее, чем сам Питер Джексон, у звездочки Лейкерс 59,8 миллиона зеленых. Хватит не огородик засеять, а целое поле засадить из Бенджаминов и Линкольнов. Леброн Джеймс примостился неподалеку, 57,6 миллионов. Думаю, в офисе Miami Heat его контракт тоже занимает целую полку, ибо количество нулей в его контракте постоянно растет. Третьим оказался Деррик Роуз с цифрой 32,4 миллиона долларов. Что касается клубов, то верх взяла команда из мировой столицы, Нью-Йорк Никс. Его стоимость составляет, вы только вдумайтесь, 1,1 миллиард долларов. Держать за океаном клуб национальной лиги — это не просто дорогое удовольствие. Даже наши олигархи, что так охотно стали покупать европейские сокерные клубы, в НБА выглядели бы только среднячками. Регулярный чемпионат и в этом году остается самой дорогой из всех спортивных лиг в мире. Что там говорить, оценочная стоимость Лейкерс, что идут на втором месте, составляет 1 миллиард. У Чикаго Буллс 800 миллионов. Итого только на 3 клуба уже 3 миллиарда долларов. Те молодые родители, которые только начинают растить своих чад, вам серьезно стоит задуматься, в какой вид спорта отправлять своих ненаглядных. Свистим дальше. YouTube просто взорвался подобно стадиону Хит. Мистер Майк Драйш, мужчина 50 лет, на игре своей команды против пистонцев умудрился легко положить мяч в картину с половины площадки, после чего попал в объятия самого Леброна Джеймса. Этот бросок стал событием дня в НБА. Сам Майк получил по одной версии 50 тысяч долларов, по другой все 75. В любом случае, мне просто жалко бедных ребят из Детройта. Они так давно не ощущали вкус больших побед, что готовы грызть свои майки. А тут выходит маленький, пузатенький мужчина, с виду типично обгоревший майамец, и просто показывает пистонцам, как нужно играть. И я сам, улыбаясь до ушей, пересмотрел это видео не один раз. Еще раз, Пистонс, вот так играют в баскетбол в Майами.
Kings с нового сезона переберется в Сиэтл и станут, видимо, Super Sonics. Я лично очень рад этому переезду. Считаю, что такой отличный город, как Сиэтл, должен иметь свою команду. Да не просто команда, руководство Kings кинуло нам сочную косточку. Поговаривают, что со следующего сезона Super Sonic будет тренировать никто иной, как его величество Фил Джексон. Получить в свои ряды самого титулованного тренера НБА, думаю, удовольствие не только не из дешевых, но и также не из самых простых. И если за первым дело не постоит, то вполне возможно, помимо Фила, в клубе могут оказаться такие персоны, как Арси Бьюфорд, ген-менеджер Сан-Антонио, и Ларри Берда, экс-тренер Индианы. Если уж так получится, то Лейкерс 100% поимеет еще больше проблем. И кстати, о гранатово-желтых. Главный ляп недели опять исходит из штаб-квартиры Лейкерс, дабы как-то встряхнуть команду, сделать видимость ее перестройки и параллельно смягчить негодование болельщиков. Руководство намерено обменять Ховарда и Пола Газоля по завершению, как я думаю, недолгого для себя сезона. Вы что, серьезно? Я сперва подумал, это большая утка, просто простой развод. Стареющий Газоль, который раза в два проводит больше времени в лазарете, нежели на площадке. Вот от кого, по мнению Лейкерс, нужно избавляться в первую очередь. Я считаю, для ветерана это просто оскорбительно. Ну ладно, как-нибудь пойму, девиз «Дорогу молодым» считаю правильным, но избавляться от Ховарда, это даже комментировать не нужно, просто хочется задать вопрос. Неужели в Лос-Анджелесе больше не от кого избавляться? Неужели, несмотря на свою нестабильность, все же еще дающий ударную мощь, скудную в виде хрюшки копилочку Лейкерс, Ховарду не место в такой великой команде? Это просто смешно. Уже сейчас на игры Лейкерс стоит ходить только ради своих girls, черлидерш, не более. Я уверен, Лейкерс уволили лицо, опечалившие многие лица мистера Де Энтони, в следующем сезоне заиграет. Но не стоит эти успехи приписывать к двум именитым козлам отпущения, которых руководство LA пытается сделать из Газоля и Ховарда. В пилотке я обещал, что помимо НБА буду уделять время и европейским чемпионатам. И со следующего выпуска я начну говорить о наших русских клубах. Формат блога пока будет таким в виде подкастов, но со временем я собираюсь запустить и видеоблог. Помимо этого в планах запускается цикл матчей НБА по-русски, где я буду выкладывать в полном объеме центральные игры дня со своими комментариями. В общем, мы только начинаем. Любите баскетбол, играйте в баскетбол. С вами был Терещенко. Goodbye.